Меня зовут Темирбекова Жанара Мангельдиевна. Я ректор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Яссауи. Зачем я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? Хороший вопрос. Но на самом деле, если вот буквально 10 лет назад вы бы меня спросили, планирую ли я работать в университете, я бы ответила бы категорическим отказом, сказала бы нет, это не мое. Но судьба сложилась таким образом, и, наверное, в этом где-то, я думаю, влияние моей семьи, так как я сейчас третье поколение профессуры нашей семьи. С другой стороны, не хотелось быть в стороне от тех реформ, которые происходят в системе высшего образования нашей страны. Вот здесь бы я бы, наверное, ответила, что я чувствую, что моя миссия внести вклад в развитие человеческого капитала нашей страны. Почему я так громко об этом говорю? Потому что я думаю, что у меня достаточно опыта, в том числе полученные в одном из лучших университетов Турции, о том, что такое университет 21 века. То есть каким должен быть этот университет. И создавая команду единомышленников, у которых общие цели по трансформации университетов, мы сможем это сделать. Мы сможем создать эту вдохновляющую академическую среду, где бы наши студенты, преподаватели, научные сотрудники чувствовали бы себя комфортно, с одной стороны, но с другой стороны, готовы были бы к этой вот глобальной конкуренции по производству знаний и новых технологий. На самом деле это очень завораживающе. И то, что мы находимся в Туркестане, вы знаете, она была объявлена духовной столицей всего тюркского мира, ведь это не случайно. Почему? Потому что более 1000 лет назад именно здесь было зарождено новое знание, знание Яссауи, которое его последователи распространили по всему миру. Это на самом деле тоже является таким вот источником вдохновения. И я думаю, сейчас, в 21 веке, когда мы смотрим назад, мы видим, что да, одно время здесь вот это знание ушло вперед по всему миру, которое внесло колоссальный вклад в развитие общечеловеческих ценностей. То, о чем говорил Яссауи 1000 лет назад, по сей день остается актуальным. Это что? Это доверие. Это уважительное отношение к людям любой нации и вероисповедания, то есть инклюзия, ценность инклюзии. Это гостеприимство, это человеколюбие, да, и вот именно через вот любовь к Богу, к ближнему вообще проявлять вот эти вот идеи гуманизма. То есть это все настолько глубоко и настолько показывает, какой вклад внесло вот эта мысль Яссауи, мысль Туркестана для развития всего мира, что, конечно, мы тоже надеемся, что сейчас мы сможем создать эту среду в этом новом, в обновленном городе с многотысячной историей. Поэтому я думаю, что у нас все должно получиться. По поводу того, почему мы открываем этот YouTube-канал «Топ-менеджмент Яссауи 21 века». Ну, во-первых, там уже, по-моему, само название говорит о себе. Мы хотим соответствовать трендам 21 века. Что такое тренды 21 века? Это, во-первых, очень демократичная среда, это открытость, это транспарентность всех участников и стейкхолдеров университета. Поэтому мы хотим начать с топ-менеджмента, да, и дальше к этому YouTube-каналу будут присоединяться практически все желающие. Вы знаете, что в сентябре 2020 года наш президент Касым-Жомарт Токаев объявил о концепции слышащего государства. Очень своевременная и нужная концепция. И вот мое личное мнение, что к концепции слышащего государства мы сможем прийти через концепцию слышащего университета. Что такое слышащий университет? Слышащий университет – это вот как раз-таки университет, который открыт и который готов получать обратную связь от общества, от своих студентов, от своих абитуриентов, от их родителей, и который готов отвечать на все вопросы, которые их интересуют. И вот я думаю, что вот именно через вот концепцию слышащего университета мы можем представлять знания, рекомендации от наших ученых. Ведь как сейчас происходит? Зачастую у нас авторитетными
так сказать, инфлюенсерами, да, то есть люди, которые формируют общественное мнение, это зачастую различные блогеры, а также люди, которые умеют, будем откровенны, умно и красиво говорить. Да, но которые зачастую не обладают теми глубокими знаниями для анализа процессов, происходящих в общественной жизни нашей страны. И вот в этой сфере мы считаем, что миссия университета как раз-таки должна включать в себя и то, что наши ученые должны делиться своими знаниями. Наши ученые должны принимать активное участие в процессе становления нашей молодежи. И вот поэтому мы считаем, что вот именно через этот YouTube-канал мы сможем таким образом наладить этот диалог между университетом и обществом, чтобы знания передавались из первоисточников, и чтобы они, то есть наши ученые, могли говорить о тех рисках, вызовах, которые ждут студентов, абитуриентов, и в том числе наших коллег, и как мы должны сообща отвечать на эти вызовы. Что нужно сделать, чтобы поступить на грант в наш университет? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вообще какова цель студента? Поступить на специальность своей мечты или все-таки поступить на грант? Ну, понятно, что если вы поступите на грант той специальности, которую вы мечтаете, то это замечательно. Но с другой стороны, мы должны быть готовы к тому, чтобы вам придется делать выбор. Или вы поступаете на специальность, ту, о которой мечтали, или же вам нужно выбрать специальность, на которой у вас больше шансов поступить на государственный грант. Енді былайша алып қарасақ, бұл негізі бір стратегия болу керек. Бұл жерде сол әрбір абитуриент өзінің алдына қандай мақсат қойғанын және ол мақсатқа апаратын жолды өзі алдыменен жауап беру керек. Бірінші мақсат грантқа түсу ма, жоқ болмаса өзінің жақсы көретін мамандығына түсу ма. Бұл жерде әрине әрбір абитуриенттің отбасылық жағдайын ескеруіміз керек. Мысалы, егер ол грантқа түспей қалған жағдайда оның ата-анасы немесе жақындары оған сол қаржылай көмек көрсете алады ма? Егер қаржылай көмек көрсете алмайтын болса, және бұл жердегі мақсат тек қана грантқа оқуға түсу болса, онда әрине алдыңғы жылдардағы осы грантқа бөлінген мөлшерлерді қарау керек. Және былтырғы жылдары сол грантқа түсудің ең төменгі шегі қандай болған? Қанша балл жинау керек? ОБТ емтиханынан байланысты. Мысалы, сол бір критерия. Және мынандай нәрсе бар. Мысалы, қазір жалпы абитуриенттер оқуға түскен кезде мына нәрсені ұмытпау керек. Қазіргі таңда біздің оқуға түсетін мамандығымыз 4 жылдан кейін олар оқуын бітіріп жатқан кезде әлі де өзінің еңбек нарығында қандай сұранысқа ие. Сондықтан мына осындай күрделі сұрақтарға жауап іздеу керек. Әрине, бұған жауап іздеген кезде кейде қиналып қалуы мүмкін. Міне сол себептен де біз осы YouTube каналын ашып отырмыз, және біздің әлеуметтік желілерде біздің ғалымдарымыз және қабылдау комиссияның мүшелері осы сұрақтарға жауап беруге дайын, және олар абитуриенттерге кеңес беру арқылы оларға қай мамандыққа және соның ішінде грантқа қалай түсудің жолдарын түсіндіреді. То есть, если вы обратитесь за помощью в приемную комиссию нашего университета, то вы сможете получить как раз-таки ответы на все эти вопросы. И таким образом сформировать свою траекторию дальнейшего развития. Потому что мы не должны забывать, что, во-первых, поступая на грант, вы должны помнить, что вы должны хорошо учиться. Если у вас будут плохие оценки, то вы можете лишиться гранта. И наоборот, даже если вы не поступите на грант в первый год, вы не должны терять надежды. Потому что зачастую те студенты, которые не справились с учебой и лишили своих грантов, эти гранты, они остаются в университете. И на их место могут претендовать те студенты, которые показали хорошие результаты в учебе. То есть участвовать в дополнительном розыгрыше грантов, высвободившихся грантов. То есть эти механизмы все продуманы, они есть, но в целом, я думаю, очень много нюансов различных есть, и вот их нужно все, так сказать, предусмотреть, и каждый случай уникален, и поэтому целью вот именно этого YouTube-канала, она тоже является также информировать наших абитуриентов о том, на что стоит обратить внимание при поступлении в ВУЗ. Значит, что я чувствовала и какие чувства испытывала при поступлении в университет. Конечно, я очень хорошо помню этот период.
который сопровождался волнениями. Это было то время, когда Казахстан только-только обрел независимость, и у нас появилась возможность выехать и обучаться за границей. И вот одна из первых стран, которая предоставила гранты для обучения в университетах, была Турецкая Республика. И вот поэтому я очень хорошо помню тот день, когда я утром проснулась, пошла на экзамен. Кстати, экзамен был в здании Женского национально-педагогического университета. Но знаете, что было? То есть говорить о том, что я сильно волновалась и что боялась, это было не так. Почему? Потому что я выпускница Республиканской физико-математической школы имени Жаутыкова. И эта школа, вы знаете, она как раз-таки славится тем, что там практически 100% поступление в университеты, причем в лучшие университеты Казахстана и бывшего Советского Союза. Поэтому те знания, которые передали нам наши учителя РФМШ, физмат, они, конечно, давали нам эту уверенность, что мы поступим, в принципе, можем поступить в любой университет на тот момент, который был в Казахстане. Поэтому переживаний не было, было интересно поучаствовать. И, конечно, больше было волнение по выбору специальности, потому что на тот момент это было волнительно понять, куда мы идем поступать, на какую специальность. Но в итоге я выбрала специальность инженер-технолог пищевой промышленности, потому что это вот как раз-таки, если вы помните, годы 90-е, вот первые годы независимости, они были достаточно сложными. При выборе мы сидели с мамой и думали о том, что мне нужна работа, которая обязательно будет востребована на рынке труда. И мы резонно решили, что независимо от экономического развития какой бы ни было страны, пищевая отрасль, она всегда будет функционировать, потому что она как раз-таки является такой вот основой экономической безопасности, так скажем. Вот, поэтому мой выбор пал на эту специальность. С другой стороны, эта специальность, она была, во-первых, инженерная, а моя учеба в физмате как раз помогла бы мне в дальнейшем. Ну и то, что там очень много было химии. Я являюсь победителем Олимпиады, республиканской Олимпиады по химии. Как раз таки, и это тоже давало мне дополнительные преимущества для обучения на этом факультете. То есть, и вот поэтому... Ну и, конечно же, мы смотрели, у нас была возможность посмотреть и выбрать те вузы, где обучение было на английском языке, потому что на тот момент в Казахстане еще не было университетов, помимо КИМЭПа, который открылся позже, вот на тот момент даже КИМЭП еще не открылся, не было университетов, где вы могли бы обучаться на английском языке. Это тоже как бы сыграло в пользу турецкого вуза. И вот в итоге я поступила в университет Хаджитепе на специальность инженер-технолог пищевой промышленности. Но там был такой момент, что год я обучалась на подкурсе по изучению турецкого языка, год ушло на обучение английского языка. И то есть, когда мои одноклассники, с кем я закончила, поступили, уже пошли на 3-й курс, я только села на 1-й курс. Это, конечно, было немножко, на тот момент казалось прям, что я очень много потеряла и что я отстала. Но со временем я поняла, что вот эти знания иностранных языков, они как раз-таки, наоборот, очень много помогли в дальнейшем. Поэтому я тоже считаю, что сейчас, конечно, система сильно изменилась. Уже обучаясь в школе, многие наши абитуриенты уже прекрасно владеют английским языком, многие из них изучают дополнительные языки. Поэтому сейчас, наверное, такой вопрос не будет стоять. Они могут прямиком поступить на 1-й курс. Совет или пожелания для абитуриентов 21 века. У нас 21 век, 21 год, это, да, красивая цифра. Хотелось бы пожелать, чтобы наши абитуриенты, наши любимые будущие студенты, во-первых, не боялись грядущих изменений, потому что изменения и как вы с ними справиться будет всецело зависеть от вас. Во-вторых, хотелось бы пожелать, чтобы если вдруг сразу что-то не получится, ни в коем случае не расстраивайтесь и не опускайте руки. У вас все впереди, впереди еще целая жизнь, интересная, со многими встречами. Конечно, будут взлеты, будут падения. Если взлеты будут у вас окреплять, то какие-то неудачи, из них можно выносить полезные уроки для себя в будущем. Поэтому в любом случае это будет очень интересная студенческая пора. И добро пожаловать в этот, наверное, самый интересный и многообещающий период вашей жизни. Ах жол!